В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 27 мая профессиональный праздник отмечают библиотекари страны. Как развивается библиотечное дело в регионе, расскажет гость студии Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И с праздником. И вас с праздником, да, спасибо. Давайте начнем наш разговор с того, что Якутия сегодня является не просто самым читающим регионом, но и территорией книги и чтения. Расскажите, как удалось этого достичь? Это очень престижный конкурс, который проводит Ассоциация книгоиздателей и писателей. Есть специальная методика, которая определяет, где наибольший интерес к чтению, где больше проводятся работы библиотеками, где реализуются интересные проекты и где большое книгоиздание. Очень важно, что у нас есть свое книгоиздание, в том числе на нашем государственном якутском языке, на территории республики. Вот все эти параметры, они складываются, учитываются. Мы ежегодно подавали заявку и 3 года становились самым читающим регионом, и в прошлом году получили статус территории книги и чтения. А есть ли какие-то внутри нашего региона статистика, можно сказать, что какой-то район или улус у нас самый читающий? У нас районы, они все разные, и, конечно же, наверное, центральные районы, они будут лидирующими, поскольку у нас и число библиотек там больше. Вообще система такова, что у нас в каждом населенном пункте есть обязательно библиотека. Библиотека – это учреждение, которое обеспечивает равный информационный доступ. То есть любой человек, он имеет возможность прийти туда, бесплатно получить знания для того, чтобы развиваться, строить профессию и свой путь в жизни. И у нас в нашем регионе насчитывается 502 библиотеки. Давайте теперь перейдем к модульным библиотекам. По итогам нацпроекта «Культура» Якутия стала лидером на Дальнем Востоке по количеству модульных библиотек. Сколько было создано и каковы планы на этот год? У нас с начала реализации нацпроекта, с 2019 года, было создано 12 модельных библиотек. Это библиотеки нового стандарта обслуживания, которые предоставляют доступ к новой литературе. У нас появляются новые возможности, новое оборудование. И, конечно, расширяется ассортимент услуг. У нас библиотеки не только предоставляют доступ к книгам, но и реализуются различные интересные проекты для, допустим, детей. Дети могут заниматься творчески, могут, допустим, изучать 3D-анимацию, играть в 3D компьютерные игры и получают возможность совершенно бесплатно. То есть, посещая сельскую библиотеку, они могут получать тот же спектр услуг, который доступен только горожанам в основном. И, конечно же, у нас большие планы, мы подаем ежегодно заявки. У нас в этом году появится еще 2 модельные библиотеки. Одна в селе Эльгей Сунтарского улуса, сельская поселенческая библиотека, и межпоселенческая библиотека в Анабарском районе, это районная библиотека. Общий объем финансирования составил 70 миллионов рублей. Надо понимать, что районная библиотека получает 10 миллионов рублей на свое развитие, а сельская 5 миллионов рублей. И это достаточная сумма, чтобы получить новое оборудование, новые книги, новую мебель, которые будут предоставлять совершенно новый стандарт обеспечения услуг. А какие библиотеки в рамках нацпроекта модельных библиотек оказались самыми запоминающимися? Так, у нас библиотеки действительно интересные такие проекты представили. У многих разнообразный дизайн, это какие-то сказочные интерьеры, особенно то, что касается детских библиотек. Библиотеки, допустим, сейчас учат детей рисовать песком, например, какие-то студии для развития различных профессиональных навыков. Вы знаете, наверное, самое интересное, это в селе Телей Чурапчинского района модельная библиотека сейчас организовала фитнес-зону, то есть можно заниматься фитнесом и слушать аудиокниги. Это очень актуально в наш век гиподинамии. То есть можно такие новые формы внедрять, смело реализовывать. Если другие библиотеки тоже возьмут за пример, это будет очень интересно. Действительно, это очень интересно, заниматься фитнесом, поддерживать свое здоровье и еще и слушать аудиокниги.
Да. А как все-таки обычной сельской библиотеке стать модельной и попасть в нацпроект? Мгм. Есть определенные условия, которые нужно обеспечить для того, чтобы получить вот это финансирование. Оно предоставляется на конкурсной основе. И надо понимать, что местная администрация должна оказывать содействие для участия в этом конкурсе и предоставить помещение. Как правило, за счет муниципалитета производится ремонт в библиотеках. Это в идеальном варианте, конечно, это каменное здание должна быть определенная площадь для того, чтобы оборудование сохранилось, для того, чтобы они долгие годы радовало местных жителей. Конечно, должны быть условия, то есть помещение, где можно было бы все это разместить. И, соответственно, заполняется заявка. Должны быть специалисты, грамотные специалисты. Но у нас библиотекари в основном очень такие прогрессивные, внедряют новейшие технологии. Можно сказать, что библиотеки у нас являются лидерами таких изменений. Сейчас очень актуальна тема создания общественных пространств на базе библиотек, то есть пространств, где люди могут собираться в любое удобное для них время, разрабатывать какие-то проекты по изменению своей окружающей среды, изменению, вообще созданию каких-то интересных инновационных проектов, в том числе на конкурсном участии, поскольку есть конкурсы для общественных организаций, для частных лиц на республиканском уровне, на федеральном. И действительно, вот Якутия очень активно в этом процессе участвует. А насколько сильно меняется посещаемость библиотек после вот такого переформатирования? Конечно, мы очень рады, что у нас закончился период пандемии, поскольку мы открывали библиотеки, когда фактически не могли потом их посещать. Сейчас, конечно, я могу сказать, что вообще за последние годы такой есть ренессанс интереса именно к литературе, к чтению. Чтение становится актуальным, это новые знания, знания они стремительно обновляются, тем более в современном мире, где очень меняется ситуация, и поэтому у нас идет большой рост именно по посещаемости. У нас за прошлый год в целом посещаемость учреждений культуры составила порядка 16 миллионов посещений, то есть на республику, где у нас 1 миллион жителей, 16 миллионов посещений. И большую часть из них составляют библиотеки именно, в том числе по обращению к цифровым ресурсам, поскольку, получив электронный читательский билет, мы можем пользоваться в том числе даже дома, удаленно, и это тоже будет приравнено к посещению. И вот сельские библиотеки, конечно же, которые участвуют в конкурсе национального проекта, получают оборудование, конечно же, они встречают жители удивляются, что совершенно современные технологии уже шагнули в их родное село, и можно пользоваться, узнавать что-то новое, приобретать новые навыки и знания. По поручению главы региона должно быть построено новое здание Национальной библиотеки. Когда проект перейдет в стадию реализации? Да, у нас был проект строительства нового здания для библиотеки, поскольку есть определенный дефицит по фондовым хранениям. Но этот проект уже 2010 года уже достаточно устарел. Нужно понимать, каким образом его сейчас привязать к новому участку. Скорее всего, мы вносим предложение о том, чтобы построить здание на территории проекта «Земля Аланхо». Это Аланхаленд, это территория, которая находится у нас в районе Залога. И мы предлагаем предоставить участок там. И сейчас в этом отношении ведется работа администрация города Якутска с управлением архитектуры при главе. И мы надеемся, что в ближайшее время у нас уже выстроится такая стратегия, каким образом мы будем строить новое здание. Но помимо этого, в этом году у нас начался ремонт нашего основного здания библиотеки. Эта ситуация тоже, она очень давно накапливалась. Все, кто посещал библиотеку, знают. Многие сельские модельные библиотеки преобразились, их невозможно узнать. А наша головная библиотека, она тоже ждала ремонта. Мы очень рады, что в этом году мы включили эти мероприятия в финансирование. И в этом году у нас идет ремонт первого и второго этажей, то есть там меняются
стены, все системы вентиляционные, отопление, электричество. И это будет совершенно тоже новый дизайн. Наши библиотекари стараются, они разработали, ну, вот действительно, вот, как бы, в новом формате планировку помещений. Это будет, ну, интересно. Мы надеемся, что наши читатели тоже удивятся, когда придут в обновленное здание. Конечно, с нетерпением будем ждать обновления Национальной библиотеки. Давайте перейдем к всероссийской акции «Библия ночь». Есть такая акция, существует. Примут ли наши библиотеки участие в ней? Да, это ежегодная акция. У нас, получается, сегодня день библиотек, 27 мая, 28. Ну, какие-то библиотеки и сегодня тоже проводят акции. Наши головные библиотеки, Национальная библиотека и библиотека для слепых, для особых категорий, это тоже республиканское учреждение, они проводят свои акции «Библия ночи» 28 мая в субботу. В 16 часов начинаются они. Будут интересные мероприятия, это и презентации, и книг, и фильмов. У нас библиотекари, они создают такие вот новые, ну, скажем, новую форму работы со зрителями, с читателями. И будут квесты, будут интересные игры. То, чем вот наша акция всегда запоминается, всегда у нас много посетителей. И поскольку у нас ремонт происходит в здании, мы сейчас, конечно, немножко передислоцируем площадки проведения. У нас прием читателей будет также осуществляться в историческом здании, которое, ну, недалеко расположено. Я думаю, что все читатели смогут сориентироваться. И, конечно же, ждем наших любителей акций. И такие же акции, они пройдут в каждом районе и в каждой библиотеке. А есть где-то общая информация про вот эту акцию, куда можно сходить, что посмотреть, чтобы зайти и выбрать? Да, на нашем сайте, сайте Министерства культуры и духовного развития, на сайте Национальной библиотеки. Национальная библиотека очень активно ведет эту работу и всегда информирует тоже всех своих потенциальных вот участников акций. Можно на сайте найти, ну, более подробную информацию. Владислав Валерьевич, спасибо вам большое, что вы пришли, ответили на все наши вопросы. Ждем с нетерпением обновления Национальной библиотеки, нового здания. Поздравляем еще раз с праздником. С праздником. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.